با شما هم با یه ابیکتی ترگوی چه کنید. چیزی گفتم هم کورم نکنید. شما با هیچ کور جنایتی نیست اینجا. وقتی میبره همون سکتری وجود دارد. با ابیام کده گه. شما 54 نفر شهروند تاجیکستان بینون. وگا میزنم 54 نفر فقط سومی خرد اینا 4 نفری سرخرانده دارن. یک 220 نفر آدم بینون میگه. خواهش یگانه از برادر گفتم 15 نفری که کجا گریخته رفت من نمیدونم من اصلا چقدر کار کردن اونو من نمیدونم باید همشون نویسید یزید اینجا که در دست همه رستم کار کردن دیگه در وقت حل کردن اگر اون دیگه پسر بچه که هسته بهم گردن دادن در کار یک نفرش 62 ساله است یک نفرش 66 ساله است Сколько месяцев не получается? 4 месяца они на авансе жили. Он не платил им деньги, это скотина бедит тут. Мы нашли время. Отсюда буквально с забора сбежал это, на своем джипе директор. Я мне время нет. Хорошо, у вас времени нет. Причем эти граждане, они без патента остались, не платили за все. Сейчас они все, получается, депортированы. Куда им идти? Прокурор не это. Они пришли, в конце концов, к общественным организациям. За счет них строится Россия. За счет мигрантов России. Поэтому здесь ничего, с кем нам говорит? Другой говорю. Что ему этот трудовой договор даст, когда вы брали работодателей, своих подрядчиков на работу, вы знали, кого брали. Сейчас найти этого хозяин. Как вашего начальника? Вот здесь написано, фамилия как его? Иванов, блядь. Ни офиса, ничего нет. У вас Иванов брал или Рустем брал? Ну Иванов, Рустем у Иванова работает. Иностранцы у вас работают. У нас работает 3 организации. Ну, иностранцы. А за персонал, который у них работает, отвечают они по договорам, не по обязательным. Ну как, допустим, как руководитель вот интересовали, что откуда ты людей провели? Не волнуются, правильно? Люди остались на улице вот здесь. назад ему обращали, они, короче, говорят... Ну ты что означает, эту пирамиду вы создали? Я их не знаю, они не будут платить. Да вы кто такие, вы куда вошли? Я не должен знать их, мне не интересно. Я знаю... Позиция ваша неправильно уважаемая. Я работаю в СКГ работаю. Я здесь работаю. Я комендант СКГ. Да. Они все у меня живут. О, они жили там. Да. Раньше 50 человек, а потом остались 25. Туда есть люди. Допустим, вот машина здесь сломалась. Да нет, зачем пока? Если надо, вот зайдут. Зайдут ночью, найдут днем, что вот вопрос решат, они не здесь. Они тут, они тут кого-то не знают. Надо решать, я вижу, его нет, а мне звонят 5 раз, так вчера дня звонят, а мы не берем. И Рустам пропал, что-то есть? Приехали мы в четверг, обещали, что документы будут возвращены гражданам, граждане находились не могли выехать. Работали на этом объекте, достаточно заявлений поступили из разных организаций, то есть граждан. Значит, лиц, которые здесь находятся, заказчик, генеральный директор. Вот вы. В общем, остался одни паспорта. Сейчас они забрали. 2 месяца их держали, 4 месяца до этого, получается, они там работали. Так я понимаю, они здесь не работали? Они все внутри находились, да. Без документов, да, не может без зарплаты, без ничего, без документов. Они там работали, да? Да. Все написано здесь. А трудовые договора? Никаких трудовых договоров, все сделал начальник, говорит, я сделаю. Потом приходит вчера, говорит, я 200 тысяч отдал полицию, поэтому они не сделали. Вот я каждый месяц за вас плачу. В общем, здесь надо разбираться. Бригадир повторяет. Не знаю, кто вы? Да. Как за деньги? Он, да? Уважаемые, вы нам нужны тоже, уважаемые. Вот послушайте, что скажет. Я хочу, чтобы вы то, что сказали, подтвердили, что товарищ сбежал. Начальник участка. Ваши граждане, правильно же? Они у вас были же, правильно? Были, не были. Ну, у вас? Ну, они жили там внутри.
Вот комендант сейчас, где Вардан? Сколько тебе лет? 60. Вам сколько лет? Нет, тут 60. Сколько детей у тебя? 8. Сколько месяцев зарплаты не получаешь? 4 месяца. Сколько ты делаешь штукатурку? 686. Что тебе дали кушать? Видишь, За неделю 1000 рублей дали, август месяц не дали. С хлебом ходили здесь, только хлеб, лук Вы этих кушали. людей знаете? Видели? Хорошо знаю, он всегда у нас работает сверху. Денис Почему вам деньги не давали? Вы, может, плохой мужик? Обманет завтра, Завтра, потом 25 15. Какие, кроме, вот, кроме имени, Рустам, да? Какие еще данные вы знаете? Петр Сергеевич, Магомедов Рустам. Рустам Магомедов. гражданин России он. И номер телефона его особистый. А вы пробовали звонить ему? Да, мы пробовали. Не берет? Нам сколько обещает? Не берет? Трубку Сейчас обещает, сегодня, завтра вот так. Мы приехали вот в мае месяца, поступили на работу, с конца мая месяца поступили, должны были каждый 10-го зарплату отдавать. Вот, до сих пор вот мы работали 4 месяца, завтра, все это. Мы обращались к этому директорам, которые фирмы управляют они. Вот они сказали, хорошо, мы будем сказать, что при вас будем отдавать деньги этому посреднику. У нас был посредник тут один, дагестанец Рустам. Но тут его не найти сейчас. Уже 3 месяца его не найти. Он бежит. А сумма большая? Сколько обещали в месяц, да, оплачивать вам? Ага. Он по объему мы работали, он обещал нам. Ну сколько в рублях? В рублях за куб мне обещал 2400. 2400 рублей. Вот ни копейку нету до сих пор. Подожди, то есть все это время вы без зарплаты, да? Да. Так, а на что жили, как вы, где Ну, да? Вот там в общежитии жили. Ну, на питание у меня вот знакомый Газель привозит продукты. Вот я ему должен где-то около 300 тысяч рублей. Там они должны были при нас отдавать деньги. Ну, они тоже вместе с ними. Но этот посредник их человек. Ну, свои. Они тут все вместе. Потому что тут они должны были отдавать остальные 2 зарплату при нас. Мы должны были забрать эти зарплаты. Но они не позвали. Я номер оставлял там, начальник участка. Директор лично отвез меня в штаб, строительный штаб. Вот. Там сказали начальник участка, чтобы звоните при него, дайте деньги. Вот. Ни копейку не отдавал. Не звон... Трудовой патент ты получал, чтобы... Патент да... есть у меня. Ага. Как думаешь, чем история закончится? Будете штурмом брать, приостановили работу? Как сейчас? Что? Ну, я думаю, если деньги не будут, лучше, самый хороший вариант нет. Это взломать все, который построено. Мне вот эти выгодно. Ну, тут нам делать нечего больше. Если не получим деньги, ну, получается разбить там. Ну, хоть что будет, хоть да, депорт сделает то, что будет, мне по барабану уже. Ну скажи мне, а вообще ведется ли, я понимаю, кто-то все-таки строит, кто-то, значит, получает, да, деньги? Что? Конечно, уже получает, сейчас все получают. После нашего скандала все получают. Но я хочу разбить все, 3 этажа я сделал, которые. Но это получается 18 этаж, 1 подъезд. Вот эти все, которые сделаны с моими ребятами, мы сломаем их всех. И все, мы дальше пойдем. А ваша деятельность как Задача вообще стоит перед общероссийским общественным движением оказать правовую помощь трудоиммигрантам из стран СНГ, в частности Таджикистана. То, что мы делаем на сегодняшний день, значит, рассматриваем жалобы и заявления граждан, их трудоустройства. На сегодняшний день идет нарушение. Да, это руководство. В общем, дело в том, что сегодня на уровне государства мы надеемся к тому, что всегда благодаря средствам массовой информации находим компромиссы в данном случае. Благодаря сегодня господину Савьянину и господину уважаемому губернатору Московской области, потому что нам предоставляют средства массовой информации, чтобы иногда встречаемся с работодателем. Ситуация очень сложная. Видите, значит, люди находятся в объекте. И вчера было там 50-60, они закрывали дороги. Они ничего не хотят, они хотят свои заработные деньги. Они зарабатывали здесь, они делали вот большие дома построили. По Москве сегодня, значит, больше 1 миллиарда не выплачено. Не только эта компания, другие компании делают. Но с их стороны есть положительные к тому, что они платили деньги. Не ради других работодателям, как субподрядчиков, они заплатили эти деньги.
а те исчезли. Нам нужно сейчас, где они вообще находятся. Подъезжает, сейчас будет. Да, информации нету, информации факции нету, нет на них никакой сайта. Люди, граждане Таджикистана, Узбекистана, Федерация мигрантов в России всегда старается к тому, что сохранить стратегические интересы России на уровне стран СНГ. Но подобие ситуации, как мы сегодня видим, это дает на будущее конфликтацию между государством и СНГ. Этого не хочется. А вы должны в итоге-то заплатить? Давайте я с кем имею честь разговаривать? Москва 24 телеканал, да. Я исполнительный директор компании СКГ. Это Как зовут вас? Петр Сергеевич меня зовут. А фамилия? Нерсисян. Ага. Вот. Значит, у нас договоров вот с этими людьми нет. Они заключали договора или договаривались с неким Рустамом. Это бригадир. Все работы, которые были выполнены ребятами, я их знаю. Они у меня работали месяца 3 назад. Да? Ну, месяца 3 уже не работают. 2 месяца. Ну или 2 месяца. Все работы, которые у нас принял заказчик, оплатил, все работы отданы. Мы заплатили этому бригадиру, вот, бригадир, который объединял, и аналитчиков, штукатурщиков, заплатили порядка 7 миллионов. Куда он эти деньги дел, отдал не ему, а мне, скажем, или вам отдал, да? Это уже дело внутри бригады. Вот сейчас этот человек подъезжает. Он как его? Человек? А? Вот это Рустам. Это бригадир, Он как руководитель бригады. Не может быть бригадиром, это же субподрядчик. Какой субподрядчик? Ну, субподрядчик. Ну это же не бригадир. Ну, какая разница? Он официальное лицо. Это человек, с которым я имею дело, которому я отдал деньги. Ну, Уважаемый, когда вы давайте ответим на подчиненному этот вопрос. отдаете Вот канал деньги, вы не российский. идете в его семью жены спрашивать, куда он эти деньги потратил. Да. Я бы сделал по-другому. Если этот бригадир его знали, без помощи этих ребят этот бригадир не оказался на вашем объекте. Вы, господин Рустам, деньги получили 7 миллионов Отлично. на этих несчастных детей? Сейчас вы Почему не платите денег? послушайте то, что Когда я скажу. Рустам здесь будет, они все поддерживают Рустама. Да подожди, Я не надо брать. Один вот так, как Не тогда. надо. Вот сейчас подошел как человек. приехал. Сейчас человек подошел, Нет, сейчас нет будем его, разговаривать. не будет, Какой я Рустам? думаю. Вы чем мне говорите? Он обещает, не приедет. Он Он сказал, человек не получил зарплаты. еще раз 4 говорю, месяца вы каждого вы знаете, да? обратились к двумя субподрядчиками или генподрядчиками, или директора ваши, да? Они вам говорят, что работайте, вот если Рустам вам не заплатит, мы вам заплатим. Кто сказал такое? Да. Они сказали, Кто? вот при вас Господин будем Горбатенко. отдавать деньги. Господин Горбатенко, иди Горбатенко. сюда. Нет деньги. Горбатенко обещал вам деньги даст? Он похож на ненормального человека. Подожди, он что говорит? Вот что Он говорит, если Рустам Почему не вы работаете? Это он значит, ты сказал. заплатишь. Он даже Это сказал. он сказал. Работайте, вам деньги Он заплатят. мне привел, Значит, смотрите. тебе отдаст деньги. Вот при тебе будет нет. У вас отдавать как, деньги. как это Мне барашек, сказали, передать друг другу. при тебе Речь идет вот о будет чем. считать Чем можно деньги. помочь этому человеку? Тогда не обратились ко мне. Я говорю, могу обещать следующее. И ваши внутрибригадные дела я вылазить не буду. Но что я могу обещать? Когда подведут итоги работы, заказчик заплатит деньги, обещаю, что деньги, вот этот товарищ, начальник участка, Горбатенко, я не раздаю деньги, это не мой уровень, это он раздает бригадам деньги. Он обязательно пригласит вас, то и вас отдаст Рустаму, а дальше вы с ним разбираетесь, как вы. Я же не знаю, как вы. Был такой разговор? Ну это же может через 5 лет Был очень такой такой разговор? Не, подожди. Вот скажите, Я вам вот обещал скажите, это? вы скажите, Петр Сергеевич, вы сказали, я тебе предоставлю к начальнику участку, он обязательно тебе приведут, перед тобой на стол деньги будет считать. Вы так сказали? Горбатенко, если Когда перед нами деньги считал он. Не, подожди, я тебе сказал, что я тебе обещаю. Горбатенко сдел- сказал. Ты Вы подтверждаешь эти слова? обещали, вы обещали, вот Обещал, не да. было такого. По поводу патента, действительно, как говорили, вот ведь это да, ты также есть, что если Патенты, ему... все граждане приезжают легально. У каждого есть патент. Ну вот я сейчас спросил. Вот обратите внимание, человек стоит, да, перед нами, он говорит, о патентах речь идет. Как он может быть легально в течение 4 месяцев, когда зарплаты не получил, надо в казну государства отдать 4200 рублей. Что он здесь врет меня? Он говорит, для того, вы чтобы патенты получить берите ко мне, работу, сначала пускай патент он надо скажет, получить. другая сторона просто, когда вы идете работать в эту организацию, вам в течение месяца деньги не выдаются. Вы обязаны в казну вести опять 4200. Он заинтересован? Конечно, нет. Он 4 месяца деньги не дает, 2 месяца они бегают. Какого-то Рустама нашли, представь, в стране цивилизованной России нашли Рустама. У Рустама ничего нету. Люди, которые получили документы, никаких нарядов нету. На красивые слова мы вам заплатим. А дома строите, смотри как. Миллионы рублей. А 4 месяца вы на что жили, эти денег не давали?
На что жили? На 120 рублей в сутки. У меня На 120 рублей в 30 сутки. тысяч рублей долг от этого продукта. Ну, так с ним же рассчитали, насколько я понимаю. Не рассчитали еще? Есть в магазине, я с газеля брал, у меня специально газель привез. Я ни копейку не отдавал ему. Хотите это тоже называемся? Бригаде, Зачем вы брали, подожди, уважаемые, зачем вы брали людей не россиян, а брали иностранцев? Почему брал этих людей? Женщина была беременна, вторая была болезненным раком И здесь. что? Вы что, не могли им деньги заплатить, что ли? А я почему Вы не их могу понимаете, платить? если получается? Кто Бери кто россиян, нанимал? бери россиян, вот здесь трудоустроиться, понимаете, в чем дело? Зачем этих людей привозите сюда? Рустам, мне эти проблемы. Привет. Проблемы ваши, не Мне проблемы эти Рустама. проблемы не нужны. Ты объясни. Салам алейкум. Объясни, Проблема пожалуйста. деньги. Я вам еще, они работали не у Рустама дома, они на этом опять у вас работали. Вы не машите рукой. Вы что, соучастник, что ли, получаете? Кого ты пугаешь? Кто тебя пугает? Слушайте, кто? Подожди. Вы хотите разобраться? Вот приехал человек. Посмотрите, Кто разбирается? где деньги? Сколько вы заплатили? Сколько они заплатили? Давайте пойдем разберемся. А почему он вчера не пришел? Позавчера А не вы у пришел. него спросите, почему не пришел. А почему тогда вот вы говорите, что он вас бригадир? Вы бригадир? Конечно, он не бригадир. Что говорите, он бригадир? Он субподрядчик, правильно? Вы субподрядчик? Нет. Тогда кто получает, не пойму. Я со стороны просто пришел. Смотри, при чем покупал? Я не пойму. Это не на камеру все снимается. Зачем вы говорите, что я плачу милицию, потому что они тут работают? Потому что вы сегодня меня забрали, дайте мне деньги. Пойдем поговорим. По какому разговору, что в итоге Ну, говорят? посмотрите, я сейчас вижу, здесь нет вообще этой организации. Здесь создано. Он абсолютно, получается, тоже нелегальный. Он говорит, 3 Он миллиона, нелегально. 3 миллиона заплатил. Человек на объекте нелегально получил 7 находится. миллионов. Понимаете? Он просто подыгрывает, свои игры называется. Он говорит, что я деньги не получил. Тот показывает, что он получил деньги 6 миллионов. Получается, нелегальный объект, нелегальные люди. Центр станьте, еще с чего? Абдулла, 10 числа 15 тысяч рублей брал? Я не боюсь, что я боюсь. Они уже получили. Это общий надо сейчас сколько? Общий сколько должны? Мы 2 миллиона с копейками. Законченную работу. Работа еще не закончена. Там работа не закончена. Там работа не закончена. Подожди. Я покажу. Причина в одном. Самое главное, вот их не хочу работа. Заказчик не выставляет. Да он сам. Это всякий Нет, держите. Заказчик, сюда вызовите заказчика. Подождите. Заказчик не выставляет. Испорченный материал. За испорченный документ. Вот заказчик. Мне тоже Я сейчас могу сказать, заместитель президента. Было? не надо колечко. Это Он говорит, бригадир, он бригадир. Бригадир не Зачем вы куда уходите? Вот бумаги, факты. Заказчика сюда. Подождите, заказчик. Смотрите, это было. Было? Вот это было сдали. Сейчас у меня к тебе вопрос. Где весь инструмент? Каски, то что? Подождите. Куда ты отправили? Что ты боишься? Говори как это. Что ты делаешь? печально в одном, что когда хотел быть здесь цивилизованный мир, я встретился с нецивилизованным миром. Я видел люди, которые буквально, они создали это называемое пирамиду. Вот сейчас, если все это было так плохо, это здание бы не стояло. Значит, там все прекрасно получается. А фотографировать можно и с ней фотографировать. Как делается? А товарищ хочет, понимаете, ваши работники подтверждают эту работу. Не мои работники. Их наняли вы. Наняли вы для того, чтобы... Это история, то может быть печально закончится в одном. Если это здание будет так стоять, и дальше там будут люди жить. Вот эта фотография никому не нужны, потому что там все хорошо. В итоге деньги-то как получить людям? Деньги, смотрите, это начнется к тому, что обычно говорят на совести кого-то.
Но деньги, я так думаю, если люди там работали, им деньги не платили, Почему? у людей есть право выбирать, что свой труд кому-то не оставит. Почему? Почему? Если люди получали деньги, авансы, я вам это подтверждение дам. Если человек не хотел работать, Это вы на колени станете. Сейчас ты у меня встанешь на колени. Да, ты встанешь, да. Вот они будут. Они на вас как вот пальцы показывают. Это почему вы не говорите? Почему не может быть? Вот, документально подтвержденно есть. Вот, документально подтвержденно есть. Как бумага? А как это? Это бумаги некоторые зачеркнули. 2 лета, которые это кирпичом, все фотографии, взял все это. Человек заплатил. Кто будет считать? Почему он закончит свою работу, когда он не получает свои деньги? У меня с тобой отдельно разговор. Вот он обещал мне 700 тысяч. Ты закончил работу? Будучи, я должен был завершить работу. Нет, 700 не отдавал. Все раздал я. Сколько получил по торговому центру? Это уже Ни копейки. Ни копейки. Ты ему даешь 175 тысяч рублей, давай домой. Подожди, по торговому центру что не получил? Кто ни копейки? Он ни копейки не получил? 4 тысячи рублей. Показать. Убеди этому человеку. По 900 тысяч вон там встаньте, идите вон туда. Зачем если Он вам расскажет все. За какой объект 900 тысяч рублей? За какой? Разная работа. За какую? Какой разнорабочий? На каком объекте? Вот эта женщина, которая раком болеет. Дайте я скажу за эту женщину. Подождите, дайте я скажу. Подождите, я скажу за эту женщину. Эту женщину, можно я скажу? Подождите. Ее привел. Подождите, дайте я скажу. Дайте я скажу. Ее привели.